Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему, что начнется с понедельника. Давайте посмотрим, какие события либо перемены ждут вас уже с понедельника. Загадайте, пожалуйста, на себя, пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Огонь, лягушка, ничего себе. Ох, каких-то людей, которых душит жаба и которые пытаются там какие-то свои 5 копеек вставить, помешать вам, вы как огнем обожжете, как огонь дикий, бушующий, обрушитесь на них. Слушайте, ну бедная лягушка, тут, смотрите, лапку поджала, другой лапкой эту мордочку себе закрыла, даже глазки закрыла. Будет страшно. Сплетникам, тем, кто завидует, тем, кто постоянно лезет туда, куда не просишь, им будет жарко. Вы никого не помилуете, не пощадите и не простите. Вот прям вижу, что надоело вам это все. Либо такая ситуация сложится, что вы уже терпеть не будете, и каждому ответите. Да, ответите так, что мало не покажется. Вот как ожоги люди получают. Видите, у лягушки 5 прямо за спину заходит. То есть, скорее всего, эту 5 выкатывала лягушка для вас, либо люди, которые как лягушки, да, жаба душила. Вот, а теперь сами же и пострадают от этого всего. Ну, что будет, то будет. Конечно, за себя нужно постоять. И если люди уже все попутали берега, то нужно поставить их на место. А вы, видно, очень такой, как сказать, терпеливый человек, да, понимающий, принимающий. Но даже вас доведут до такого состояния, что вы вспыхнете, и будет всем жарко, и будет всем страшно. И все в свое болото забьются, и оттуда навряд ли в ближайшее время выйдут, а может вообще никогда не выйдут. Дальше, с понедельника. С понедельника начнут происходить какие-то странные и необъяснимые события. Либо паранормальные, либо мистические, либо чудесные, удивительные. Но вы каждый раз будете думать, а что случилось, а как это могло произойти, а что это значит. Да? Вот какие-то у вас такие мысли в голове. То есть вы сами себе объяснить не можете, почему так произошло, почему так все резко поменялось, почему-то мне запрещали и отказывали, а теперь меня зовут, приглашают и везде мне да твердят, да, прям громко кричат, да, приходи, все дадим, все сделаем. Дальше у кого-то отыграется, что человек, который вел себя скверно, холодно, отстраненно, вдруг превратится в какого-то такого, знаете, теплого, плюшевого, любящего, вот в объятиях вас будет держать и не будет выпускать. Еще, если у вас что-то не получалось, прям совсем не получалось, вы там нервничали, психовали, уже хотели все забросить, а тут раз и все получится, еще и вас там похвалят, еще придут, скажут, что научи, расскажи, покажи, а как ты это сделала, а как ты смогла этого добиться, да? Вообще мне идет, что много мистики, много удивления. И также, мои хорошие, я вижу странную картину, когда буквально горы перед вами в мираж превращаются. Да? Мираж — это что? Это видение. Расходятся, да, как будто бы тают. Миражи, они тают. Вот и вы очень сильно удивитесь, скажете, куда делись проблемы? Верните мне мои проблемы. Что происходит? Что за чертовщина? Но на самом деле я вижу, что у вас действительно перемены, и эти перемены, скорее всего, связаны с тем, что вы из какой-то черной полосы выходите. Возможно, вы из нее выходите уже сейчас, а все это прочувствуете именно с понедельника. А у кого-то еще отыграется, что вы точно делали сильную чистку. Да? Вы чистили себя, свое пространство, свою энергетику, свой дом, да, где вы постоянно находитесь. Может быть, вас кто-то чистил, да, хороший мастер, там, профессионал, знающий свое дело. А может быть, вы
такой человек, что за вас кто-то молится, да, вот отмолили вас, либо вымолили для вас хорошее время, да, вот эту пресловутую белую полосу, да, счастливое время. Может быть, вы на удачу что-то делали, да, какие-то обряды, ритуалы проводили. Может, ради шутки, как, знаете, будь что будет, да, попробую, что-то такое сделали, и вот оно начинает работать. Действительно начинает работать. Необъяснимые вещи будут происходить с вами. И неважно, вы мужчина меня смотрите, либо вы женщина. Ну, явно будете удивляться, и удивиться будет чему. Дальше, мои хорошие, показывают какое-то странное отношение к вам от женщины. Как сквозь зубы разговаривает. Как будто бы смотрит, но смотрит сквозь вас, да, какой-то отстраненный взгляд. А вы-то не понимаете, что произошло, вы же ничего не сделали. И вообще, возможно, вы не виделись в последнее время. А я вам скажу так, она давно уже обиду на вас затаила и уже не может сдерживаться, да. То есть, возможно, она даже вам что-то и выскажет. А возможно, просто отделается тем, что будет говорить сквозь зубы, отворачиваться и там быстренько удалиться. Ну, возможно, она какой-то очень чувствительный человек, либо живет в своих каких-то фантазиях. Вы перед ней ни в чем не виноваты. Пытаться ее там разговорить, либо ее там в чем-то убедить, переубедить не надо. Сама отойдет, если нормальная. А если ненормальная, то и нечего с таким человеком общаться на самом деле. Вот, у нее уже, знаете, прорывается, обида какая-то прорывается. Я не могу сказать, что она плохой человек, я этого не вижу. Ну, скорее взбалмошный, либо с какой-то необычной фантазией, да, там что-то себе придумала, в это поверила, сама себя в этом убедила. Может быть, она какими-то намеками с вами общалась, а вы человек прямой, и ну, эти намеки ее просто не уловили. Такое тоже могло быть. Слушайте, просто не обращайте внимания. Время все поставит на свои места. Дальше. Какой-то важный проект, либо задача, может быть, но больше на проект похож, да, ваша задумка, ваша идея. И вот я вижу, вы будете готовы приступить, но будет знак или что-то помешает. Возможно, не время, возможно, не сейчас вам нужно этим заниматься, возможно, нужно заниматься будет этим позже. Как знаете, не то чтобы время плохое, может быть, вы не до конца готовы, либо этот новый проект очень много потребует ваших усилий, вашего времени, ваших сил, да, и что-то другое в это время пострадает. И вот я вижу, что именно не против вас, но для вас событие будет по времени перенесено чуть попозже. Да, вот когда вам позволят начать, либо когда у вас получится начать. У кого-то это прямое влияние высших сил, у кого-то это ваше подсознание буквально отталкивает вас от того, что сейчас для вас ну, наименее благоприятно. Да? Ну, потому что у вас есть и другие задачи, там, семья, отношения, увлечения, опять же, постоянная работа. И если вы этим новым займетесь, то вот все сферы жизни, они от этого пострадают. Вот. И чтобы этого не случилось, да, возможно, это будет как-то не очень приятно ложиться на вашу жизнь. Высшие силы говорят, не надо, да, либо подсознание вам буквально показывает, что не стоит пока этим заниматься. Вот когда у тебя там более-менее все устаканится, когда ты будешь иметь свободное время в достаточном количестве, вот тогда новым и займешься. Спокойно, тихо, мирно и результативно. А не так, что да, и тут чуть-чуть сделала, и там побежала, сделала, и тут там что-то поковырялся. Понимаете, вот такое не надо делать. У кого-то очень сильное подсознание, которое буквально там иногда может взять управление в свои руки, и вы сами себе можете удивляться, да, почему я так решил, почему я так сделал. Это делает ваше подсознание. Ну, у кого-то высшие силы прямым вмешательством корректируют вашу жизнь. Дальше. Я вижу, что с понедельника к вам кто-то будет ну, буквально напрашиваться в друзья, в приятели, в сопровождающие, в коллеги, не знаю, как-то в сотрудники, если есть у вас своя компания, да, может, и сотрудники какие-то будут напрашиваться. Вы знаете, человек неплохой, но человек немножко про себя привирает. То есть, в принципе, вот если разобрать этого человека, я вижу, что есть и потенциал, есть и способности, но склонность к обману есть, да. Если вы прям категорически такое не одобряете, то лучше и не начинать. А если вы можете там один глазик прикрыть и сказать, ну да, у каждого свои недостатки, то тогда может и как-то и можно пообщаться, либо как-то повзаимодействовать.
И не плохой, и не хороший человек, со своими недостатками. Вот как-то так скажу. Дальше. Здесь какая-то парочка показана, интересная, мужчина и женщина. Причем мужчина такой в себе уверенный, такой хозяин жизни, а женщина, наоборот, такая тихая, спокойная, немножко пугливая, либо очень-очень сильно скромная, да, такое может быть. Вот. С понедельника в этой паре будут реформы, будут очень крутые перемены, да, потому что женщина как будто бы перестанет бояться своей тени, как будто бы женщина что-то почувствует, желание почувствует жить, но не прятать себя, идти по жизни, добиваться, там, строить карьеру, выстраивать бизнес, становиться там, не знаю, известной, популярной. Вот прям женщину будет не узнать. И мужчина может очень сильно растеряться, да, потому что он не готов к такой ситуации. И даже может, там, не знаю, приревновать, либо что-то такое, знаете, подумать, то, что не является правдой. А девушек я, конечно, поздравляю, да, что хватит бояться, хватит прозябать, надо жить и жить на полную, наслаждаться жизнью, реализовать себя, это обязательно. А вот мужчинам я могу сказать, что вы зря паникуете, товарищи мужчины, наоборот, порадуйтесь. Порадуйтесь за свою прекрасную жену, да, за свою прекрасную девушку. Она у вас очень талантливая, и у нее очень светлый путь, да, вот в ее таланте, в ее реализации. И еще могу сказать, что, наверное, не с понедельника, но все к этому идет, да, может там попозже случится, что придет такой день, когда вы в принципе местами поменяетесь. Женщина будет лидером в этой паре, либо там главным добытчиком, либо главным обеспечителем, либо решать все будет в паре, а мужчина уже будет как, рядом. Ну, не буду говорить там вторые роли, либо ниже, выше, просто рядом, да? Рядом с прекрасной, сильной женщиной, с прекрасной, сильной, талантливой женщиной. Вот как-то так идет. Как будто бы, да, устала бояться, устала стесняться, устала жить в тени. Теперь я становлюсь той, кем я рождена. Как и желания, и возможности, да, и все это в одно время случится. Так что мужчина, женщину вы свое не узнаете. Но не бойтесь, это все к лучшему. Потом поймете. А ну-ка, да, вот вы как мужчина, да, вы все тащите на себе. Это большая ответственность, и это прям, такие обязанности, которые могут и здоровье подорвать. А представляете, ваша любимая женщина, играючи, реализовывая свой талант, начнет зарабатывать, как вы, а то и больше, чем вы. Это же такое хорошее подспорье для вашей семьи, для ваших отношений, для ваших будущих детей, для того, чтобы, не знаю, приобрести жилье, либо там путешествовать, жить не хуже, чем другие. То есть, в принципе, это тоже хороший вариант. Плюс она не заскучает, да, она будет реализована, вам будет чем гордиться, да, вы будете гордиться среди своих там приятелей, там родственников, да, что у вас такая, мало того, что красивая, это еще и умная, да еще и талантливая жена. То есть, в принципе, в этом больше плюсов, чем в том, что происходит сейчас. Вот. А вы, девушки, да, дерзайте вперед, за вас буду держать кулачки. Так, тут летят какие-то письма, либо документы какие-то, письма, скорее всего, да. Тут птицы прям на этих бумажных похожи птичек. Самолетики, да, на бумажные самолетики похожи. Но письма все разные. В каких-то письмах плюс, в каких-то минус. Разные люди получат разные письма. И люди будут об этом говорить. Кто-то будет со слезами, с горечью, а кто-то будет с нескрываемым счастьем. Что получите вы, к сожалению, я не могу сказать, потому что событие вообще слева показано. Да, это и так будет большой неожиданностью. И что там будет написано, непонятно. Но если вот так вот посмотреть по общей картине отсыпки, то, наверное, все-таки плюс у вас будет в письме. Если даже и минус, то вы не сильно огорчитесь, да, может, вы не сильно хотели. Но в любом случае, да, я вижу, что будет тема для разговоров, для обсуждений. Разные люди реагируют по-разному. И также, возможно, из-за вот этих писем, либо из-за этих документов будет какое-то расслоение в обществе. И, в принципе, это нормально, да, потому что, как там говорят, сытый голодному не верит, да. Можно эту поговорку в разных
интерпретациях применить к разным сферам. Те, кто с положительным документом, не могут прочувствовать то, что чувствуют люди с отрицательным документом. Да? То есть как-то так не идет. Ну, что есть, то есть. Это жизнь. Такое бывает. Дальше. Какую-то медузу показывают. Выбросила на берег. Такая несчастная, знаете, беспомощная. Просто вот как желе какое-то. Медуза, человек токсичный, опасный, человек, который, ну, я так понимаю, по заслугам это все получает. И я вижу, что этот человек ничего лучшего не придумает, как обратиться ко всем своим бывшим там сторонникам. И когда все сторонники откажутся отвернуться, будет обращаться ко всем тем, кого обидел. Да? Ну, по принципу исключения. Да? И к вам тоже обратится эта медуза с какой-то жалостной историей, скажет: вот я такая несчастная, я засохну на берегу, кинь меня в воду. А вы смотрите, не глупите. Добро добром, но здравый смысл должен всегда присутствовать. Вы понимаете, как только медуза вернется в свою стихию, сразу же начнется та же самая история. Она еще злее станет, да? Злее. И ее потом победить еще сложнее будет. А раз уже так Боженька дал, да, что вот наказали ее, так пусть так и будет. Поймите, хорошее, как и плохое, просто так не происходит с человеком. На все есть свое обоснование, на все есть своя причина. Иногда высшие силы хотят нас проверить, иногда хотят наказать, иногда хотят наградить, иногда хотят просто порадовать. Понимаете, на все есть своя причина. И если человек попал, значит, так и надо. Так и надо. Особенно если это человек действительно токсичный, злой и агрессивный. Да, такой вот прям, оторви и выброси. Хотите сделать добро, покормите бездомных животных. Помогите там пожилому человеку, не знаю, там сумку донести, либо перейти дорогу. Есть же другие способы творить добро. Не забывайте про это. Вот помогать животным – это самый верный способ, потому что животные, в отличие от людей, сами о себе позаботиться не могут. И, конечно же, пожилые люди в силу возраста, в силу разных обстоятельств, да, очень нуждаются в помощи молодых и здоровых, скажем так. Еще с понедельника какой-то финансовый вопрос начинает разворачиваться. Это не значит, что он будет решаться, это значит, что он разворачивается. Будут всплывать какие-то там варианты, будут всплывать какие-то предложения. Допустим, это может быть что угодно, начиная с того, что вам, например, нужна какая-то определенная сумма, и вы ищете эту сумму, вы в поисках, вы ее собираете. Да, могут быть предложения там, по подработке, могут быть предложения по поводу там, кому-то обратиться, у кого есть лишние средства, да, либо кто обладает достаточными средствами. Также, возможно, у вас даже какие-то добровольные помощники появятся, да, которые будут предлагать на определенных условиях, либо вообще без условий. И если вы в поисках работы, да, ситуация разворачивается. Если раньше никто не отвечал на ваши обращения, на ваши резюме, никак не реагировали, то теперь уже будут вам писать, либо с вами будут созваниваться, вас будут приглашать на интервью, на собеседование. Если это касается каких-то обязательств ваших, то, возможно, будут какие-то варианты по поводу того, как облегчить эти обязательства, либо какой-то компромисс, либо какая-то рассрочка. Да? Варианты хорошие, и я вижу, что у вас настроение тоже меняется благодаря этому. Это уже не патовая ситуация, что все, кошмар, плохо, пропадаем, а ситуация, с которой можно работать, и вы понимаете, что вы на правильном пути, дальше будет больше. Оно, в принципе, так и отыграется. Нужная сумма соберется, вам дадут либо рассрочку, либо какую-то сделают пересмотр, пересчет, какие-то новые условия, либо по поводу работы вы точно найдете, либо ваш близкий человек найдет, и место будет хорошее. Да, если вы переживали, что вы потеряли работу, то новая работа будет гораздо лучше, чем та, с которой вы ушли, либо где вас могли сократить, да, либо такая ситуация сложилась, что вы просто не могли там оставаться. То есть ничего, когда закрывается одна дверь, открывается другая, будет гораздо лучше. И как-то поспокойнее вы будете реагировать. Вот этот стресс, мандраж, это все уйдет, пройдет. Дальше, мои хорошие, разговоры у вас вижу. Время для разговоров. Почему-то складывается такая ситуация, что всем хочется с вами поделиться сокровенным.
И сначала вы думаете, ничего себе, люди мне доверяют, да, тайны мне рассказывают. Потом вы думаете, господи, ну что за дела, да, зачем мне ваши тайны, зачем вы меня обременяете своими проблемами? Вот прям чуть ли не гоняются за вами люди для того, чтобы признаться вам в своих каких-то тайнах и секретах. Прям навязывают вам свои какие-то переживания. Вот, так что еще придется побегать от тех, кто хочет вам все про себя рассказать. Ну и да, еще могут быть такие люди, которые делают это специально. Ну типа якобы они рассказывают вам тайну в надежде, что вы тоже поделитесь своим секретом, да, что вы про себя там расскажете. Ну, кстати, да, и такое может быть. Вот всем нужно все про вас знать. А как вы, а что вы, а почему у вас так в жизни происходит, а что вы такое сделали, почему у вас улучшения в жизни пошли. Да, вот прям будут нагло выспрашивать некоторые такие отчаянные личности. Родственники особенно могут допекать, да, родственники. Ну, потому что родственники зачастую знают вас там с детства, да, на протяжении долгого времени, и отношение немножко такое, знаете, вот понебратское, да. Если там посторонний человек либо восхитится, либо, скажем так, позавидует, то у родственников немножко другие чувства. И вот прям могут очень дотошно вас расспрашивать. Да? А что, почему, зачем, а что это значит, а как ты это сделала? Да? Задавать какие-то очень неудобные, некомфортные вопросы. Да. Дальше. Волну вижу. Волна приближается. И вы знаете, вам бы желательно на эту волну запрыгнуть. Конечно, это нелегко, особенно если у вас нет в этом опыта. Но если у вас это получится, обычно, как говорят, кто первый раз, тому везет. Да? Ну, может, и не первый раз, может, у вас и опыт есть, может, вы уже приблизительно понимаете, что волна идет, да? Вы себя настраиваете, вы себя подготавливаете и будете прыгать. Волна очень хорошая, волна высокая, волна очень мощная. И если вы на нее запрыгнете, ну, считайте, что все, вы всего добились. Вы в правильном месте, в правильное время, и преград у вас не будет. Потому что вода, она все очищает, она преграды смывает, она на большой скорости, да, несет человека, да, на себе. Волна может быть и на работе, и в бизнесе. Знаете, как какие-то новые, скажем так, всплески на рынке, да, когда потребители хотят, а вы готовы предоставить, да, удовлетворить спрос. Спрос растет, появляются какие-то там нюансы, там, деликатные моменты. Ну, допустим, там, вы мастер маникюра, да, какой-то модный там, тренд взрывает там ТикТок, либо там, не знаю, какую-то соцсеть, допустим, и все хотят такие ногти, все хотят такой дизайн. А вы такая, конечно, я буду делать. Да? Вы на волне, пока ваши конкуренты там соображают, как это сделать, либо боятся пробовать, да? А вы уже в теме. То же самое может быть и в других сферах. Волна — это всегда хорошо, но главное на нее запрыгнуть. Если вдруг не получится, ну ничего страшного, вы попробовали, да, вы уже приблизительно представляете, с чем вы имеете дело, и когда пойдет еще одна волна, вы уже будете знать, как это работает. Так, еще показываю двух собачек. Одна собачка как стоит на ножках, да, на лапках, а другая как будто бы лежит. Я так понимаю, что это ваши друзья, приятели. Один человек будет с понедельника очень активным, деятельным, всегда будет рядом, всегда будет готов там, за любой движ, Париж, да, все будет готов сделать для вас. А второй человек наоборот, либо на какое-то время исчезнет из вашего пространства, ну, либо человеку будет не здоровиться. Да, такое тоже бывает. Да, мы не роботы, мы люди, все бывает. Да, возможно, один друг, либо одна подруга будет вам все время помогать и будет рядом, а второй, наоборот, будет нуждаться в вашей помощи, в вашей поддержке, ну, либо хотя бы в вашем участии. Да. Там, поговорить, там, лечить, какие-то рекомендации дать, да, это все равно тоже приятно. Дальше. У вас с понедельника с кем-то возобновится общение. Общение у вас было до этого, и, кстати, очень плодотворное общение, а с понедельника у вас опять возобновляется. Может быть, на то будет причина, может быть, на то будет желание, может, какая-то необходимость будет, да? Но вот общение у вас возобновляется. И я так скажу,
В этот раз вас ждут сюрпризы, да, потому что человек будет как-то неожиданно раскрываться. И еще я вижу, что человек даже как-то соскучился по вам. Ну, действительно соскучился. Вот. А у кого-то, если это человек противоположного пола, да, то может даже какая-то очень пикантная ситуация произойти. Там человек скажет: а я вот все понял, да, а ты мне так нравишься, а давай-ка мы с тобой там сходим на свидание, да. Ну, какие-то такие вещи, вы скажете: ничего себе, ну надо же. Вот. Если взаимно, то почему бы и нет. А если, например, у вас другой партнер, да, либо вы в кого-то другого влюблены, ну, можно об этом поговорить, это все можно обсудить. Пусть это не станет причиной того, что вы перестанете общаться. Да? Вам нужно общаться, это нужное общение, это полезное общение, это перспективное общение. Поэтому, да, лучше все объяснить как есть, да, обозначить свою позицию, и я думаю, там человек адекватно все поймет. Так, еще троечка. Троечка и бумеранг. Ну, я так понимаю, что это бумеранг добра. Да, есть бумеранги, которые прилетают в наказание. Да. Зло возвращается злом, а тут добро возвращается. Да, потому что и бумеранг летит в каком-то странном направлении, и выглядит он тоже максимально странно, и летит он на тройке. Я так понимаю, что вы кому-то помогали, либо для кого-то что-то делали, может, вы кого-то спасли, выручили, что-то вот прям, знаете, доброе, позитивное сделали. И вот у человека появилась возможность вас отблагодарить. А может быть, это не один человек, а может быть, их трое будет, да, либо тот, кто благодарный, его семья тоже будет вам благодарна, там, либо родственники, жена, дети. В общем, вам возвращается бумеранг добра. Конечно, вы к этому не готовы. Плюс я вижу, что у вас есть какой-то особый пунктик, что вы, ну, не хотите. Ну, не то чтобы не хотите, наверное, не умеете, либо не привыкли получать подарки, получать, скажем так, помощь. Да? Вы всегда были сами с собой, сами для себя, как-то вот привыкли, да? Ни на кого не надеяться, ни от кого ничего не ждать, ни от кого ничего не брать. А тут такая, значит, ситуация. Ну что, расслабьтесь, получайте свой бумеранг добра. Это нормально, позвольте людям себя отблагодарить, да, потому что люди ведь тоже это делают не просто так, да, не для галочки. Им хочется это делать, им хочется вас благодарить, им хочется сказать и показать свою благодарность. Поэтому принимайте свой бумеранг добра и там что, не возмущайтесь, да, не отказывайтесь, это очень важно. И, кстати, по троечке, да, возможно, если вы не друзья, но вы друзьями можете стать. Друзьями не теми, которые там каждый день вместе проводят, но друзьями, которые вот по случаю, либо в необходимости всегда могут прийти друг другу на помощь, на выручку, либо друг на друга положиться. Да, это тоже очень неплохо. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.